Состоялась 17-я очередная сессия Якутской городской думы, которая прошла в условиях особого режима в столице Якутии из-за распространения коронавирусной инфекции. На фоне ситуации с коронавирусом работа у нас ведется в дистанционном режиме. Однако при необходимости депутаты у нас собираются для принятия важных решений. Состоялась, как вы знаете, 17-я очередная сессия Якутской городской думы, и мы провели в очном режиме. То есть в обычном режиме, как того требует у нас федеральный закон под номером 131 об общих принципах организации местного самоуправления. Проводили сессию с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора в период пандемии, соблюдали все меры предосторожности, связанные с теми правилами и рекомендациями, которые нам установил Роспотребнадзор. Депутаты продолжают работу с избирателями, проводится заседание постоянной комиссии. Те же заседания постоянных комиссий у нас проводятся в дистанционном режиме. Депутаты решают важные и актуальные вопросы города, участвуют в работе волонтерских движений. Конечно, колоссальная нагрузка сейчас ввиду пандемии ощущается, особенно у депутатов, которые работают в области здравоохранения. Как вы знаете, у нас их 4, но все мы справляемся с поставленной задачей. Уверен, что в скором времени наш родной город переживет все эти трудности и вернется в свое прежнее русло. На сессии Якутской городской думы рассматривалось 14 вопросов. Одним из основных вопросов сессии, принятой депутатами столицы Якутии, стало уточнение бюджета городского округа город Якутск на 2020 год, а также 2021 и 2022 годы. Конечно же, одним из важных вопросов это было принятие изменений в устав города. Мы его привели в соответствии с федеральным законодательством. Также мы приняли уточнение бюджета города Якутска, где предполагаются доходы на 2020 год в сумме 16 миллиардов 700 миллионов рублей. Расходы у нас предусмотрены в размере 17,5 миллиардов рублей. Дефицит при этом составит у нас 840 миллионов рублей, или там около 10,3% от объема собственных доходов бюджета. Собственно говоря, это соответствует требованиям бюджетного кодекса. В результате работы по оптимизации расходов бюджета сокращены у нас расходы на командировочные расходы, расходы на повышение квалификации, приобретение основных средств, расходные материалы, праздничные мероприятия. Средства, полученные в результате оптимизации, планируется пополнить резервный фонд, и, соответственно, эти средства будут направляться на мероприятия по профилактике и устранению последствий коронавирусной инфекции. Там у нас в размере 30 миллионов рублей. Оставшуюся часть в сумме 142 миллионов рублей предполагается направить на решение вопросов уже местного значения, там целый перечень. Уточнение расходов бюджета в 2020 году составили сумму 396 миллионов рублей. Данная сумма была распределена по различным программным и непрограммным расходам. В плане поддержки и развития социальной политики предполагается направить часть средств на текущее содержание учреждений образования, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, на организацию отдыха детей в каникулярное время и, что немаловажно, на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях. Параметры бюджета по доходам на 2021 год у нас составляют 16 миллиардов 600 миллионов рублей, на 2022 год 17 миллиардов и 100 миллионов рублей. По расходам в 2021 году у нас по параметрам заложена сумма 16 миллиардов 600 миллионов рублей, и в 2022 году 17 миллиардов 100 миллионов рублей. Депутаты Якутской гордумы утвердили отчет Межмуниципального управления МВД России Якутская за 2019 год. По итогам прошлого года оперативная обстановка в городе Якутске характеризовалась ростом регистрируемой преступности. Количество преступлений составило 5746, рост составил более 11%.
В абсолютных цифрах совершено больше на 596 преступлений. Улучшены показатели процента раскрываемости – более 60%. Рост преступлений в столице республики обусловлен главным фактором увеличения миграции населения и большей частью внутренней, из улусов республики. Одной из актуальных проблем остается организация работы по социальной адаптации и оказанию помощи лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и лицам без определенного места жительства. За весь 2019 год полиции было доставлено 1540 лиц, ведущих асоциальный образ жизни. К административной ответственности привлечено 1180 лиц без определенного места жительства. Из них подвергнуто административному аресту и помещено в спецприемник 969. Мы в прошлом году специальные операции проводили, и мы 15 гражданам помогли вернуться домой в районы республики. Поэтому в этом отношении я предлагаю такие варианты решения вопроса. Рассмотреть возможность финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, занимающихся реабилитацией и социализацией лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это установив различные гранты, которые у нас существуют в городе Якутске. Внести долгосрочные муниципальные программы профилактики правонарушений, дополнительные подпрограммы, направленные на социализацию лиц без определенного места жительства и их направление по месту проживания района республики. Управление МВД России Якутска предложило городу и жильцам активнее заниматься установкой видеокамер и привело пример микрорайона Прометей, где установлено около 500 видеокамер, что позволяет результативно бороться с преступностью. Управление МВД просит быть бдительными с телефонными и кибермошенниками. Эти преступления в прошлом году дали почти половину удельного веса всех преступлений, совершенных в столице Якутии. И помнить о 3 основных правилах. Первое – не отвечать на телефоны с номерами, которые начинаются на 8 945 и схожие. Второе – никому по телефону не называть коды банковских карт. И в-третьих, никогда не платить за услугу или товар заранее. Депутаты столицы Якутии рассмотрели сразу 3 земельных вопроса по изменениям в один нормативный правовой акт Якутской гордумы – правила землепользования и застройки городского округа города Якутск. Утверждены изменения в картографические материалы зоны городских лесов. Предлагается изменить зоны на всех свободных земельных участках с зелеными насаждениями. Выявлено 178 участков, где идет плановая работа по переводу этих зон. Городские депутаты утвердили изменение зоны С2. Это земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственных объектов. В соответствии с российским законодательством садовые дома приравняли к жилым, а на территории города эти участки относятся к огородническим и садовым. При этом строить жилые дома на этих зонах не разрешено. Поэтому предлагается внести в отдельную зону огородничество. Председатель Якутской городской думы Альберт Семенов рекомендовал обратить внимание окружной администрации на незаконное строительство, так называемый самострой, на участках, предназначенных согласно генплана города под агропояс. Депутаты столицы Якутии утвердили изменения в нормативный правовой акт Якутской городской думы в части для вида разрешенного использования многоэтажная жилая застройка в территориальных зонах Ж6, Ж6.2. Управление архитектурной и градостроительной политики города Якутска предложило внести изменения в утвержденный нормативно-правовой акт Якутской городской думы, который мы принимали еще 25 декабря 2013 года, в части установления минимальной площади земельных участков с 4000 квадратных метров до 2500 квадратных метров для вида разрешенного использования многоэтажная жилая застройка в таких территориальных зонах, как Ж6 и Ж6.2. Ранее этот вопрос также вносился в повестку нашей мартовской сессии Якутской городской думы, в ходе которого поступило много вопросов, так и предложений со стороны депутатов обсудить вопросы непосредственно с застройщиками, которых эти изменения и коснулись, собственно говоря. По итогам были проведены депутатские слушания в режиме ВКС, также состоялось обсуждение на уровне окружной администрации. Мы проводили свои постоянные комиссии, детально рассмотрели данный вопрос и пришли к выводу, что уменьшение площади не приведет к увеличению точечной застройки и неудобству горожан. Внесенные изменения станут мерой стимулирования строительства в городе.
Мы рекомендовали обратить внимание на соблюдение показателей проектной документации при внесении изменений в правила землепользования и застройки, благоустройство прилегающей территории, выделение не менее 40% участка под парковочные места. Также они рекомендовали учитывать коэффициент плотности застройки, возможность строительства в центральной исторической части города, многоквартирных домов, ну, скажем, не выше 8 этажей. И самое важное, нам необходимо учитывать при застройке кварталов обязательное наличие социальных объектов. Также, скажем, первичные медицинские пункты, детские сады и школы. Последним вопросом депутаты Якутской городской думы обсудили наградные моменты за заслуги перед городом Якутском, за заслуги в области здравоохранения и другие. Приняли решение наградить, скажем, наградами нашего городского округа большое количество работников здравоохранения. Это связано с тем, что мы увеличили на прошлой сессии лимит, установленный ранее до нас еще, и большое количество работников медицинской сферы, врачей, которые сейчас находятся у нас на передовой, будут награждаться нашими достойными наградами, которые мы принимаем уже на уровне сессии. Дни, ночи, усталость забыв, как солдаты не на параде, не щадите вы собственных сил, человеческой жизни ради, люди верные клятве врачей, милосердия идут дорогой, нет на свете сердец горячей, нет на свете сердец горячей, нет на свете сердец горячей, нет профессии ближе к Богу. Первое июля. День общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. 1 июля мы будем голосовать за будущее нашей страны. И, пользуясь случаем, я призываю всех горожан активно принять участие в голосовании. Голосование у нас начнется уже досрочно с 25 июня, продлится 7 дней по 1 июля. Поэтому, пользуясь случаем, хочу еще раз призвать наших горожан проголосовать за эти поправки, за будущее страны. Наша страна, наша Конституция, наше решение.